Здравствуйте, ученики, а также родители. Мы продолжаем свои видеоуроки по русскому языку для учеников, учащихся в третьих классах. Сегодняшняя тема, урок 58. Откуда и куда текут реки? Хайдан және хайда өзендер ағып жатыр. Реки у нас переводятся на казахском «узин». Откуда берут начало реки? Давайте прочтем стихотворение Палкина «Догадайся». Вот отсюда, именно отсюда, из глубин лесного родника выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. Теперь выполним задание к этому стихотворению. О каком голубом чудо говорит автор? Давайте найдем. О каком чудо идет речь? О реке. Правильно. Откуда берут начало реки? Из глубин лесного родника. Правильно. Выдели слова предмета, слова действия, слова признаков приложения. Выбегает голубое чудо и широкая быстрая река. Слова предметы с атисом, слова действия есть, слова признаки с нисом. Выбегает слова действия, голубое, слова признаки, чудо, река, у нас слова предметы. Давайте послушаем вместе. Эй, ручей, ручеек, далеко ли ты потек? Тороплюсь я в речку быстротечку. Вместе с речкою к реке мы помчимся налегке, и с рекою вскоре добежим до моря. Давайте прочтем сами. Эй, ручей, ручеек, далеко ли ты потек? Тороплюсь я в речку быстротечку. Вместе с речкой в реке, к реке мы помчимся налегке, и с рекою вскоре добежим до моря. Теперь задание. Куда торопился ручеек? Давайте найдем в тексте. Тороплюсь я в речку, правильно. С кем он мчался? Вместе с речкою к реке, правильно. Куда добежал он? До речки добежал, правильно. Следующее задание. Какие слова указывают на то, что речка быстро течет? Выдели их. Давайте найдем слова, те слова, которые указывают, что он быстро течет, что она быстро течет. Тороплюсь. В речку быстротечку. Помчимся налегке. Добежим. Правильно. Следующее упражнение, задание. Прочитаем по ролям. Бежала куда-то речка быстро-быстро. Пришел как-то к речке медведь. Попил водички, да и спрашивает речку. Говорит медведь. Куда ты бежишь так быстро? Автор говорит. Отвечает она. Речка говорит. Бегу я в дальние края. Автор спрашивает еще раз. Автор говорит. Медведь снова спрашивает. Медведь говорит. А где твоя дорога? Засмеялась весело речка. Теперь речь речки. Ты мою дорогу не увидишь, потому что я от берега до берега разлилась. Автор говорит. Тогда медведь залез высоко на дерево и стал осматривать дорогу, но он ничего не увидел. Снова говорит речке. Речка. Речка, я так и не увидел твою дорогу, а ты не... Речка говорит. А ты не увидишь, ответила речка. Сначала я с другим речками встречусь, и мы вместе побежим к морю, а потом к океану. Туда и ведет мне дорога. Молодцы. Теперь давайте отвечать на вопросы. О чем спрашивал медведь речку и что отвечала речка? Медведь спрашивал, куда ты бежишь так быстро? Узнал ли медведь о том, куда бежит речка? Да, узнал. Речка бежит к другим речкам, океанам, к морю. Теперь задание. Куда бежит речка? К другим океанам, к другим речкам, океану, к морю. Молодцы. Выбери схему модел к предложению. Это сложное предложение, состоит из двух простых предложений. Сначала речка встретится с другими речками, а потом речки все вместе побегут к морю. Здесь
имя предмета речка, имя слова действия встретиться, имя существительное и глагол. В втором предложении имя существительное речки, глагол побегут. Они соединены союзом а, и после первого предложения стоит запятая. Вот эта схема у нас совпадает по этому предложению. Давайте теперь вы, ребята, самостоятельно перескажите текст по плану. Медведь пришел к речке. Диалог медведя и речки. Куда бежит речка? Теперь давайте прочитаем о реке Етис. Начинается река Етис в Китае. Затем Етис несет свои воды необозримые степи Казахстана. Там на берегах реки построены крупные города Усть-Каменогорск, Павлодар. Затем Етис плавно перетекает на территорию России и падает в реку Обь. А река Обь попадает в Северный Ледовитый океан. Теперь задание. Откуда появилась река Етис? Давайте найдем в тексте. Начинается река Етис в Китае. Правильно. В каких странах она протекает? Она протекает в Казахстане и в России. Следующее задание. Какие казахстанские города стоят на берегу Етиса? Там на берегах реки построены крупные города Казахстана. Усть-Каменогорск, Павлодар. Правильно. Куда падает Етис? В реку Обь. Молодцы. Молодцы, ребята. Теперь задание самостоятельно вам на дому. Какая вода на вкус в Етисе? А какая в Северном Ледовитом океане? Вы ответьте на этот вопрос и напишите мне в комментариях. Я буду проверять. Теперь весь сегодняшний пройденный материал повторите самостоятельно. И если будут у вас вопросы какие-нибудь, вы мне напишите в комментариях. Я постараюсь всем ответить. Спасибо. На этом наш урок закончился. До скорой встречи.